Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии, все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. И начнем мы с результатов парламентских выборов в Грузии. Правящая партия «Грузинская мечта» празднует победу. ЦИК завершил подсчет голосов. Партия власти может рассчитывать на формирование правительства. 89 мандатов из 150 хоть и не дают конституционного большинства, но позволяют и дальше проводить через парламент большинство законов. Оппозиция заявляет, что не собирается признавать итоги выборов. Впрочем, что конкретно может предпринять оппозиция, остается неясным. По предварительным данным, партия «Грузинская мечта», «Демократическая Грузия» лидирует на парламентских выборах с результатом в 54%. Коалиция «За перемены» набрала более 11%. Коалиция «Единство. Национальное движение», как ни странно, на третьем месте с 10%. И далее следуют две другие оппозиционные партии. В итоге в новом законодательном органе у «Грузинской мечты» будет 89 депутатов. В парламент 11-го созыва также проходят 4 оппозиционных политических субъекта, в общей сложности получивших 61 место. После того, как два оппозиционных политических объединения, получившие наибольшее число голосов, коалиция «За перемены» и «Единство. Национальное движение», заявили об отказе признавать выборы, схожую позицию заняло и объединение «Сильная Грузия». Один из ее лидеров, Хазарадзе, обвинил «Грузинскую мечту» в тотальной фальсификации результатов выборов и пообещал не допустить российзации страны, по его словам. Стоит отметить, что международные наблюдатели не выявили никаких особых нарушений в ходе выборов. Ни одна из организаций, наблюдавших за процессом голосования, не ставит под сомнение результаты. Так, специальный координатор мониторинговой миссии ОБСЕ Паскаль Ализар, хоть и указал на выявленные нарушения, по сути дал понять, что итоги выборов правомочны, и выразил надежду, что избранное руководство эффективно справится с основными вызовами, приблизив Грузию к целям, связанным с членством в ЕС. К слову, коллеги господина Ализара из парламентской ассамблеи НАТО куда более оптимистичны. Так, представитель организации Пейкистрек заявил, что лично он обеспокоен имевшимся на парламентских выборах 26 октября такими проблемами, как напряженная, очень сильно поляризованная обстановка, а также случаи запугивания и давления на избирателей за пределами избирательных участков. Международный наблюдатель отметил, что в дополнение вышесказанного имели место нарушения тайны голосования и неравные условия, а также сеющая раскол риторика, и пообещал донести эту информацию до НАТО. С другой стороны, оппозиция и внутренние наблюдатели говорят о многочисленных нарушениях на выборах. Представители грузинского гражданского сектора, наблюдавшие за процессом голосования, заняли жесткую позицию. Делаются заявления о фактах беспрецедентного подкупа избирателей. Подчеркивается, что такого масштаба злоупотреблений на предыдущих выборах не наблюдалось. Называются такие факты нарушений, как вброс бюллетеней, многоразовое голосование, контроль персональных данных граждан и волеизъявления, факты искусственной мобилизации избирателей, а также выдворение наблюдателей с избирательных участков и другие. В «Грузинской мечте» заявление международных наблюдателей расценили как подтверждение собственной победы. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что пресс-конференция мониторинговых миссий доказала, что нет никаких сомнений и знаков вопроса в связи с легитимностью парламентских выборов в Грузии. Говоря о том, какая риторика слышится из Тбилиси аккурат после того, как завершился процесс голосования, отметим, что уже на следующий день после выборов премьер Грузии Кобахидзе заявил, что Грузия не будет восстанавливать дипломатические отношения с Россией из-за вопросов Абхазии и Южной Осетии. Никаких планов на этот счет нет, потому что 10% территории оккупировано Российской Федерацией, сказал Кобахидзе. У Тбилиси, по его словам, нет и планов по выстраиванию отношений с Москвой. У нас нет дипломатических отношений с Российской Федерацией, мы просто проводим политику президента в национальных интересах. Но таких серьезных отношений, как, например, европейская интеграция с внешнеполитическими игроками, у нас нет, сказал политик.
К другим новостям. В Казани завершился 16-й саммит БРИКС, который Владимир Путин назвал кульминацией российского представительства. В общей сложности участие в саммите приняли делегации 35 стран и 6 международных организаций. В преддверии мероприятия стало известно, что 2 лидера, чье участие ожидалось, не приедут. Так, президент Бразилии Луис Инасио Лула де Сильва вынужден был пропустить его из-за травмы, а президент Сербии Александр Вучич из-за плотного графика. Сербскую делегацию возглавил премьер-министр Александр Вулин. Индийский премьер-министр провел в Казани 2 дня и отбыл 23 октября из-за запланированного визита в его страну канцлера Германии Олафа Шольца. Прямо по ходу БРИКС плюс Россию также покинули китайский лидер Си Цзиньпинь и президент Турции Реджеп Таип Эрдоган. Последний был вынужден сократить свой визит из-за произошедшей накануне террористической атаки на объект турецкой аэрокосмической компании ТУСАС в Анкаре. Напомним, что объединение БРИКС возникло в июне 2006 года. Тогда по инициативе Москвы на полях Генассамблеи ООН встретились министры иностранных дел Бразилии, Индии, Китая и России о том, чтобы в 2009 году провести первый саммит в Екатеринбурге. Они договорились в 2008 году на полях встречи Большой Восьмерки в Японии. По итогам саммита БРИКС в Йоханнесбурге в 2023 году в объединение пригласили еще 6 стран: Аргентину, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и Эфиопию. На страны БРИКС приходится 45% населения Земли, а их доля в мировом ВВП по паритету покупательной способности по итогам 2024 года составила 36,7%. В этом году Россия председательствует в объединении под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В 2025 году председательство перейдет к Бразилии. Как и в декларациях 2 предшествующих саммитов, в Казанском документе ситуации на Украине посвящен всего 1 пункт. В нем говорится, что стороны напомнили друг другу о своих национальных позициях относительно ситуации на Украине и вокруг нее. Мы подчеркиваем, что все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН во всей их полноте и взаимосвязанности. Мы с удовлетворением отмечаем соответствующие предложения о посредничестве и добрых услугах, призванные обеспечить мирное урегулирование конфликта посредством диалога и дипломатии, говорится в документе. Однако в ходе самого саммита, как на заседаниях непосредственно стран-участниц, так и на встрече в формате Outreach БРИКС+, эта тема неоднократно поднималась. Си Цзиньпинь дважды за время саммита напомнил о созданной КНР и Бразилией группе друзей мира, куда также вошли другие страны глобального юга. Китайский лидер призвал содействовать скорейшей деэскалации ситуации на основе принципов нераспространения конфликта и отказа от подливания масла в огонь. Бразильский президент, принимавший участие в заседании по видеосвязи, заявил о недопущении дальнейшей эскалации и необходимости начать мирные переговоры. Президент Казахстана Токаев, в свою очередь, выразил поддержку мирному плану, предложенному Китаем и Бразилией. На открытии заседания БРИКС+, Путин заявил, что Украину используют для создания критических угроз безопасности России. На пресс-конференции он более развернуто высказался на этот счет, отметив, что готов рассматривать любые варианты мирных договоренностей, исходя из реалий, которые складываются на земле, и не готов ни на что другое. Путин также рассказал, что недавно помощник президента Турции позвонил прямо из Нью-Йорка с предложением о новых переговорах с Украиной. Я согласился и сказал: хорошо, мы согласны, а на следующий день глава киевского режима вдруг заявил, что никаких переговоров вести с нами не собирается. Мы туркам сказали: ребята, спасибо вам, конечно, за ваше участие, но вы сначала разберитесь со своими клиентами, тогда хотят они или не хотят, пусть скажут прямо об этом, рассказал он. По словам Путина, даже турецкие собеседники назвали Украину сложным партнером. Нежелание Украины запустить переговорный процесс, считает российский лидер, связано с тем, что такой шаг повлечет за собой отмену военного положения и необходимость провести выборы тогда, когда нападение на Курскую область – это попытка продемонстрировать действующей администрации США и избирателям Демпартии, что их вложения в Украину не напрасны. Подробнее о том,
как проходил саммит БРИКС и что важного было на его полях, мы обсудили в интервью с заместителем руководителя аппарата МИД Абхазии Алисой Барзани. Предлагаем вам интервью с ней. Алиса, приветствуем вас в студии Абхазского телевидения и на нашей передаче. Наша сегодняшняя главная тема – это саммит, 16-й саммит БРИКС, который был в Казани, он завершился, и к нему было приковано много внимания. Как вам кажется, в чем были его особенности на этот раз? Основная особенность саммита БРИКС в Казани – это то, что он стал важной вехой в тех трансформационных процессах в системе международных отношений, которые мы сегодня все наблюдаем. Саммит БРИКС в Казани показал, что многополярность – это не что-то, что нас ждет в будущем. Это уже та реальность, в которой мы сегодня существуем. Если говорить в целом об авторитетности и значимости саммита БРИКС в Казани, то здесь сам за себя говорит широкий круг участников и высокий уровень делегаций, которые принимали участие в саммите БРИКС в Казани. Безусловно, саммит привлек большое международное внимание, большой интерес. Ежегодно саммит БРИКС в Казани проходит под председательством одной из стран-участников. В прошлом году саммит проходил в Южной Африке, в Йоханнесбурге, и в рамках председательства ЮАР в саммите принимали участие и лидеры африканских государств. В этом году саммит проходил под председательством Российской Федерации. И в саммите принимали участие лидеры постсоветского пространства. В том числе это и лидеры стран Южного Кавказа, то есть это Азербайджан, это Армения. И одним из таких важных вопросов, на который должен был дать ответ Казанский саммит, являлся вопрос о возможном расширении числа участников саммита. Но Казанский саммит новых участников не привел. В отличие от Йоханнесбурга, да? В отличие от Йоханнесбурга, да. Саммит в Йоханнесбурге удвоил количество участников, и такое стремительное расширение состава участников саммита выявила некоторые сложности, то есть эти страны пока еще проходят процесс адаптации, процесс интеграции в объединение, и поэтому было принято решение о поэтапном расширении объединения. Был принят новый формат, формат стран-партнеров. Это новый формат, который появился на саммите БРИКС в Казани, и пока еще непонятно, по каким критериям он будет функционировать. Статус стран-партнеров в ходе саммита в Казани получили 13 государств, и определенно точно уже можно говорить о том, что это наиболее очевидные кандидаты на будущее членство, да? Да, на будущее членство. А если говорить, скажем так, о том, какими были основные посылы этого саммита, да, вот что можно выделить из того, что мы услышали и увидели с полей, да, саммита? Если говорить об основных посылах, мне кажется, надо начать с того, на чем вообще базируется само объединение БРИКС. Напомню, что он формировался на базе развития экономических связей между членами объединения. И с каждым годом БРИКС обретает все новые контуры и наполняется такой политической повесткой. Отметить то, как сама организация позиционирует себя. Они не позиционируют себя в противовес тем традиционным структурам, которые уже существуют. То есть об этом неоднократно заявлялось и в ходе Казанского саммита, лидеры много об этом говорили, но наиболее
четко, наверное, это выразил Владимир Путин, который сказал, что БРИКС – это не антизападное объединение, оно просто не западное. Расширение вопросов, которые поднимаются в рамках БРИКС, на мой взгляд, соответствует логике развития мирового управления. За последние десятилетия развивающиеся страны увеличили свой вклад в мировую экономику, выросла численность населения этих стран, и эти страны стали большинством. Но в работе традиционных структур адекватного отклика не нашлось. И поэтому многие годы копился ряд острых и актуальных для этих стран проблем, которые были перенесены на другие альтернативные площадки. И этой площадкой, одной из таких вот площадок, и является БРИКС. Поэтому назрел ряд острых и актуальных для этих стран проблем, обсуждение которых было перенесено на другие площадки. И поиск решений этих вопросов, оно происходит уже на совершенно других принципах. На смену западным идеям столкновения цивилизаций предлагается новый формат взаимодействия на основе гармоничного сосуществования разных культур и цивилизаций. Очень интересно. А если говорить, мы знаем, что всегда важны итоги любого саммита, да, вот если говорить об итогах, понятно, что, наверное, для разных стран, разных участниц они разные, но все-таки был принят общий документ, да, вот, что тут вы могли бы выделить, Алиса? Ключевым итогом саммита стал как раз-таки документ на 43 страницах, состоящий из 134 пунктов. Это итоговая декларация саммита БРИКС 2024 года. Он включает в себя широкий круг вопросов, но намечены три основные магистральные направления. Это политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи. На площадке саммита прозвучало много различных инициатив, очень важных, в том числе и инициатива, которую выдвинула Россия, о создании зерновой биржи. Создание такой биржи будет способствовать обеспечению безопасности торговли. Также продолжается работа по созданию взаиморасчетов между странами-участницами БРИКС. Продолжается работа над созданием единой платежной системы на основе валюты БРИКС. Как отметил президент России, от взаиморасчетов в долларовой валюте никто не отказывался. Им просто отказали в возможности производить расчеты в этой валюте, и поэтому назрела необходимость в поиске иных способов. В целом саммит БРИКС в Казани показал, что организация идет по пути поэтапного и постепенного такого развития, направленного на выработку эффективных механизмов, которые позволят обеспечить более эффективное и позитивное взаимодействие на международной арене. И не могу не коснуться другого вопроса. Как вам кажется, что было важного на этом саммите БРИКС с точки зрения нашего региона? Я тут имею в виду и Южный Кавказ, и Черное море, и, в принципе, может быть, каких-то таких конфликтных зон в мире, да. Было очень важно то, что на площадке форума была возможность обсуждать вопросы не только глобального характера, но и регионального. Очень важно то, что на площадке саммита БРИКС была возможность для общения между теми странами, была возможность продолжения диалога между теми странами, у которых существуют
конфликты. Это Индия и Пакистан, это, если говорить о нашем регионе, это Азербайджан и Армения. На полях саммита прошла встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В рамках этой встречи обсуждался целый ряд вопросов, связанных с мирным процессом. Если говорить о перспективах членства государств Южного Кавказа, то наиболее близкой к этому на данный момент находится Азербайджан, который уже подал заявку на участие, но по результатам и по итогам саммита БРИКС мы видим, что Азербайджан членом БРИКС не стал, не видим мы его и в числе стран-партнеров. То есть такой новой формы, да? Да, в числе партнеров БРИКС мы тоже не видим Азербайджан, но важно отметить, что у Азербайджана есть что предложить этому объединению в силу своих географических и логистических возможностей. Следует предположить, что интерес к этой заявке со стороны объединения возможен. Да. Спасибо большое, Лиса, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо. Пожалуй, это все темы, на которых мы хотели сосредоточить ваше внимание на этой неделе. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий и отслеживать самые важные и интересные события вокруг Абхазии. До новых встреч в эфире.